Здравствуй, Республика! Приветствуем всех в начале новой декабрьской недели. И начинается она со знаменательной даты. Сегодня день Конституции Российской Федерации. Она была принята ровно 29 лет назад. Согласно ей, человек признается высшей ценностью государства с его правами и свободами. Поэтому абсолютно свободные на правах телеведущие я начинаю эфир программы «Студия-11». И вот что вы увидите уже через минуту. Всегда в тренде. Валенки – лучшая обувь для зимы. Символ праздника из леса. Как правильно добыть новогоднюю ель. Этнолайф. Звук Евразии. Музыка из Коми покоряет новые вершины. Среди целого ряда символов России, куда входят балалайка, красная икра, самовар, матрешка и медведь, есть еще и предметы одежды – ушанка и валенки. Последние, в свою очередь, пожалуй, лучшая обувь для морозной зимы. Свое завоевание Руси валенки начали с Сибири. Тогда это были низкие войлочные ботинки, которые можно назвать скорее прообразом классических валенок. В царской России валенки были очень дорогим удовольствием, которое могли себе позволить только зажиточные слои населения. Ведь ручное валяние – это сложный и трудоемкий процесс. В старину валенки считались ценным подарком. По ним для невест выбирали жениха. Если жених в валенках, значит состоятельный человек. Войлочная обувь имеет неоспоримые целебные свойства. Противоаллергические, обезболивающие, противовоспалительные. Эта обувь никогда не садится и не деформирует стопу. Улучшает микроциркуляцию крови стопы, а также хорошо прогревает суставы. В нашей республике производством теплой и полезной обуви занимается Выльгородская сапоговаляльная фабрика. Ее продукция пользуется стабильным спросом, чего стоят только новые разработки берцы из войлока. К слову, наша фабрика приняла участие в 26-й международной специализированной выставке и форуме безопасности и охраны труда в Москве. Здесь выставляются все производители обуви, одежды, средства защиты, противогазы, каски, все производители и в том числе фирмы-специалисты. Мы выставляем свою продукцию. Клиенты подходят, интересуются. Мы уже нашли несколько очень хороших потенциальных покупателей. И самое главное, что они имеют возможность пощупать наш товар и оценить его качество. Потому что когда по телефону разговариваешь, это одно, а другое дело, когда воочию покупатель видит товар и может его пощупать, это совсем другое отношение к поставщику. Не знаю, как вам, а мне кажется, что с наступлением декабря все больше чувствуется приближение праздника. На окнах тут и там появляются разноцветные гирлянды, почему-то уже хочется мандаринов и купить кому-нибудь подарок. Не стоит забывать и про создание праздничной атмосферы дома, а тут не обойтись без елки. Какую ставить, искусственную или настоящую? Есть мнение, что живые ели даже экологичнее, ведь их можно сдать в переработку. К примеру, из них делают щепу и посыпают ею землю вокруг саженцев. А вот искусственное дерево будет экологичнее живого, только если использовать его не менее 5 лет. В общем, выбор за вами, а сейчас о том, как правильно срубить новогоднюю красавицу, если вы хотите ощутить дома лесной аромат. Роман Николаевич, скажите, пожалуйста, если хочешь себе домой на Новый год живую ель, куда нужно обращаться? Нужно обращаться в ГУ Сыктывкарское лесничество или в участковое лесничество. По месту жительства, да? По месту жительства, да. Вот, новогодние ели мы начали выписывать 1 декабря. Новогодняя кампания пошла. 15 декабря мы выставляем все аншлаги, говорящие о том, где место для заготовки елок. У нас места строго определены для заготовки елок для местного населения. Люди приходят, пишут заявление на елки, цену определяем им, можно вырубить больше до 3 елок на физическое лицо. Вот, оплачивают, можно по QR-коду прямо на месте оплатить, сразу тут же, чтобы никуда не ходить. Все, квитанцию распечатаем и заключаем с ним договор купли-продажи на эти елки. А зависит ли цена, наверное, от высоты дерева, да? Да, цена зависит от высоты дерева. Ну, цена недорогая. Срок действия договора 1 сутки, то есть в течение суток он должен эту елку вырубить, в зависимости от высоты, какой он выписал, и вывести ее. А с ним лесничий идет вырубать, или он сам вырубает, или надо потом прийти в лесничество показать, что какую вот я срубил? Нет. А в договоре купли-продажи предусмотрена схема расположения этого места, где он должен елку вырубить. Без лесничек, без работников лесного хозяйства они сами идут, вырубают самостоятельно, именно в эти сутки, которые обозначены в договоре.
Ну, а лесничий потом можешь прийти и проверить, какую ель взяли, да? Конечно, в новогоднем празднике у нас увеличилось число патрулирований, как раз с этой компанией связаны. Мы патрулируем совместно с органами. Люди сознательные, люди выписывают елки, все по закону, берут сколько положено, гуляя с детьми, вырубают. Всем нравится. Ну, наверное, для некоторых, да, это такой особый какой-то ритуал. Ритуал, да, да. Дедушки, бабушки с внуками на машинах. Детям приятно тоже поучаствовать в этом. Ну, Поэтому- при правильном подходе, получается, мы природе не наносим ущерба, потому что, по сути, это может быть какой-то подрост, да, который даже может и мешает расти другим деревьям. Да, не, совершенно без ущерба для природы новогодняя елка. Вы сами дома какую ель ставите? У меня и такая есть. Через год чередую. Ну, конечно, живая лучше. И запах, и эстетика, и прочее. У меня дети просят живую елку всегда. Ну и в заключение давайте поздравим с наступающим. Всех жителей Республики Коми поздравляем с новогодними праздниками. Желаем счастья, успехов, здоровья. Приходите, выписывайте елочки, нет проблем. Тувинский джаз, дагестанский рок, карельский трип-хоп. Любите ли вы слушать современную этнику? Наша программа побывала в Москве на концерте победителей всероссийского проекта «Этнолайф. Звук Евразии». В этом конкурсе, организованном гильдией межэтнической журналистики, участвовали 100 вокалистов и команд из 40 регионов. Музыканты записали композиции на 19 языках, в том числе и коми. Причем лидерами по количеству заявок стали Карелия и наша республика. Кто же вышел в финал большого проекта и как развивается этномузыка в Коми, расскажем в следующем сюжете. Москва, Известия Холл. Выступает рок-группа «Иное-иное» из Дагестана. Это команда в числе 7 финалистов всероссийского проекта «Этнолайф. Звук Евразии», который стал творческой лабораторией для лучших исполнителей стиля «Современная этника». Победители конкурса получили качественное портфолио, пресс-кит, студийные записи, видеолайвы. Музыканты из нашей республики в финал проекта не попали, но зато сейчас активно записывают треки в Сыктывкаре. Союз коми молодежи МИ выиграл сразу 3 гранта – региональный и 2 федеральных. И в следующем году мы услышим 62 новых авторских коми-песни. Мне нравится сейчас, как музыканты, они начинают новые подходы искать. И вот мы хотим тоже создавать и попсу, и фолк, и всякую разные направления, но чтобы они были современными, чтобы они нравились молодежи, чтобы можно было включать их в клубах, чтобы люди слушали музыку в наушниках и коми-музыку вне зависимости от того, знают они язык этот или нет. На кастинге организаторы отобрали 30 музыкантов. Среди них Алексей Исаков из Сторожевска. Он, кстати, был участником всероссийского конкурса «Этнолайф. Звук Евразии». Мы встретились с вокалистом в тон-студии Юргана. Мне очень важна идея сама по себе сделать наши традиции модными, особенно среди молодежи. И как это можно сделать? Только через какую-то новизну. Первая песня, которая выйдет, будет «Джирдав Шонты», что в переводе «Сияй, солнце». Такая языческая тема и тема, наверное, о каком-то росте, о поклонении высшим силам. И вторая песня «Шуда». Она в такой мантровой, интересной форме. Мы в ожидании 3 альбомов с новыми коми-песнями и летней этновечеринки, которая может привлечь несколько сотен зрителей, а то и больше. Например, фестиваль современной удмуртской эстрады «Эктоника» собрал в июле 8 тысяч человек. Об этом событии подробно рассказывал наш телеканал и получил приглашение на будущий год.
И вот мы подошли к середине нашего выпуска. Продолжим сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. И снова мы в эфире. Всем привет, кто только подключился. Впереди 10 минут интересной и полезной информации. Поехали! Полочка добра. Расчищаем пространство и не вредим экологии. Обмани, если сможешь. Учимся противостоять мошенникам. Крепкое плечо. Как усилить мышцы, о которых мы не знали. Подготовка к Новому году заключается не только в поиске подарков и составлении меню для праздничного стола. В преддверии волшебной ночи неплохо было бы сделать генеральную уборку. Так сказать, войти в 2023 без пыли и без грязи. Иногда после таких манипуляций со шваброй и тряпкой обнаруживаются вещи, которые нам уже не нужны, но выкинуть их рука не поднимается. Что с ними делать? Ответ на этот вопрос дам в следующем сюжете. Сувениры, книги, наборы тарелок. Все эти уютные вещи ждут не дождутся своего нового хозяина. Проект «Полочка добра» зародился в прошлом году, словно праздничное чудо в преддверии самой волшебной ночи. Есть те, кому нечего подарить на Новый год. Иногда даже на день рождения нечего подарить. И мы решили делать такую акцию, то есть тем, кому не нужны сувениры, они их могут сдать. Те, кому нужны сувениры, могут их взять и порадовать там своих близких на новогодние праздники. Этот проект позволяет не только предстать в роли дарителя тем, у кого сегодня нет на это возможности, но и несет глобальную миссию – экологическую. Нужно подумать о том, что у нас творится на мусорных полигонах и зачем вообще эти сувениры выбрасывать. Их когда-то производили на заводе, вложили туда кучу ресурсов, там магазины их там продавали. Зачем это все обесценивать и еще и портить нашу природу? Лучше это передать тем, кому действительно нужно. Сейчас в Сыктывкаре работают 2 полочки добра. Найти их можно в социальных центрах «Родник». Вплоть до Нового года любой желающий сможет сделать мир чудеснее, добрее и чище. Уж сколько раз говорено, все на те же грабли наступаем. Люди по-прежнему отдают свои деньги мошенникам. Поэтому мы вновь заостряем на этом внимание, о том, какие способы оставить человека без денег сейчас используют преступники и как не попасть к ним на крючок. Накануне Андрей Кабишев побеседовал на эту тему с представителем полиции. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот какие новые способы мошенничества появились вот именно в дистанционной форме? Я бы не сказал, что появились новые, я бы сказал, что все те же, но они просто совершенствуются. Так, например, вам ранее звонили сотрудники банков просто на телефон, сейчас они звонят вам посредством мессенджеров, где у вас уже можно прикрепить фотографию, допустим, банка, да, к аккаунту, соответственно, люди больше верят, больше идут на контакт с мошенниками, переводят денежные средства. Также иная торговая площадка. Система также. Продаем, покупаем, вам говорят то, что я хочу купить или продать. Ну, соответственно, прибегают более таким методом, что отправляют вам ссылку якобы на безопасную оплату. Люди, опять же, снова охотно верят в это и больше попадаются на уловку мошенников. Статистика, вот давайте про нее поговорим. Больше стало таких обращений или наоборот меньше? Вот жители республики. К сожалению, обращений становится все больше. Примерно рост составляет порядка 15% по соотношению с прошлым годом. Ну, например, в городе Сыктывкаре у нас зарегистрировано за период с 1 января порядка 1200 обращений, по которым были возбуждены уголовные дела. А в то же время, как в прошлом году, было зарегистрировано чуть менее чем 1100 обращений, опять же, по которым были возбуждены уголовные дела. Андрей, скажите, вот какими методами пользуется у нас полиция для того, чтобы вот предотвратить, предупредить жителей нашей республики? Самый лучший способ и наиболее эффективный – это является профилактика. То есть у нас руководители, в том числе сотрудники непосредственно, приходят в трудовые коллективы, проводят профилактические беседы непосредственно с сотрудниками, в том числе с крупными предприятиями нашего города. Ну и не стоит забывать то, что мы ходим по квартирам непосредственно. С человеком лично работать гораздо лучше и эффективнее. Поэтому просьба тоже жителей города Сыктывкара не удивляться, что приходят сотрудники полиции. Мы это зачастую делаем вечером, чтобы не удивлялись. По какой причине люди вот идут на эти уловки? Вроде бы уже и полиция поговорила, и информацию прочитали, но все равно бывает такое, что вот даже среди моих знакомых вот на эти уловки ведутся люди. Это все зависит от ситуации, скорее всего. Я уже, как ранее сказал,
мошенники совершенствуют свои способы, это очень влияет на людей, и в то же время люди зачастую, которые стали жертвой, они были чем-то озадачены в момент, когда непосредственно в отношении них были совершены мошеннические действия. То есть они не могли трезво оценивать ситуацию и, соответственно, делать соответствующие выводы, которые, может быть, предупредили их от уловки мошенников. Вот давайте еще раз, Андрей, яркий такой пример, может быть, есть, чего не стоит делать, да, людям и куда нужно обращаться, если вот все же поняли позже, что наступили на уловку мошенника. Не стоит вообще разговаривать с посторонними по телефону. Если уж кто-то вам позвонил, сообщил, что у вас такая-то ситуация с банком, кто-то пытается похитить ваши денежные средства, ничего не предпринимаем, кладем трубочку, идем в банк, там все выясняем. Соответственно, если вы уж попались на уловку мошенников, то, пожалуйста, в отдел полиции ближайший, пишите заявление и дальше будем проводить проверку. Друзья, берегите себя и своих близких. Важная информация для родных и близких наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Минобороны России организовала доставку почтовых отправлений нашим военнослужащим. Родственники могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение Почты России. Всю информацию вы сейчас видите на экране. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями. Телефоны горячей линии военного комиссариата Республики Коми вы тоже видите прямо сейчас. Уверена, многие из вас занимаются каким-нибудь видом спорта, и практически в каждом задействованы плечи. С ними как раз и происходит большое количество травм, поэтому их укреплению нужно уделять особое внимание. Какие нюансы надо знать и как проработать свои плечи правильно, послушаем специалиста. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим с вами про здоровье плечей. Занимаясь активными видами спорта, играми, волейбол, баскетбол, люди часто травмируют плечи. Происходит это из-за того, что у нас есть не только крупные мышцы плеча, которые отвечают за подъем какого-то веса, но также мышцы, которые отвечают за проворот плеча, а также за стабилизацию плеча относительно тела нашего. Чтобы укреплять плечи, как раз эти маленькие связочки, мы разберем несколько упражнений сегодня. Нам нужны будут небольшие гантельки и положение на полу. Первое упражнение. Мы с вами ложимся, оставляем гантельки в положении вверх, после чего опускаем до пола и поднимаем вверх. Выполняем 12 раз. Мы создаем усилия, под напряжением прокручиваем плечо. Второе упражнение – прокручивание плеча в обратную сторону. Мы возьмем те же гантельки, поднимем локти, зафиксируем их на месте и будем поднимать гантельки вверх. Выполняем чуть-чуть меньшее количество, потому что в этом положении связки у нас поменьше, послабее. Выполняем 8 раз. Локти на месте, гантельки до положения наверху. 3-4 подхода ежедневно будет достаточный объем для того, чтобы ваши плечи укреплялись и не травмировались в активных видах спорта. А мы продолжаем делиться с вами интересными и актуальными новостями. Вот очередной материал, который точно заслуживает вашего внимания. Для того, чтобы помочь, необходимо лишь желание. Мне удалось побывать в Сыктывкарском политехническом техникуме, где неравнодушные преподаватели вместе со студентами, их родителями, активистами создают для наших бойцов тканевые носилки и теплые вещи. Я хочу немного поближе познакомить вас с процессом, ну и с людьми, которые за этим процессом стоят. Когда мы пришли, работа кипела. На полках было много ткани, стучали машинки, кто-то снимал мерки, кто-то занимался пошивом. Руководители ходили и координировали процесс, помогали студентам. Кстати, насколько я успел заметить, каждому ребенку, каждому студенту находили дело, которое подходило бы ему. В одном цеху шьют толстовки.
в другом – носилки. Тканевые носилки, кстати, это очень многофункциональный предмет. Они могут не только спасти жизни раненому солдату, но и также помочь нашим бойцам транспортировать вещи и груз. А как идея зародилась вообще сама, вот именно носилки? Идея зародилась с самого начала, когда вся практически страна включилась в помощь нашим военным. Проанализировал ситуацию в соцсетях, какая востребованность, что нужно, какое оборудование для наших военных. И понял, что большая востребованность тоже имеется в мягких переносных носилках. Ну и вот включились в работу все начиная от руководства, от директора, и вот мастера, девчонки. Ирина Степановна, расскажите, пожалуйста, о своей роли в проекте. Как вы вообще оцениваете его? Какую роль для патриотического воспитания, какого-то гражданского воспитания? Если ребенок сам прикоснулся к тому, что он делает, и что это поможет как-то, внесет какую-то пользу для общего дела нашей армии, тогда он быстрее прочувствует. Во-первых, он пока будет вот шить, наши ребята шьют, он об этом думает. Потом они невольно обсуждают ведь это все. Они стали больше задавать вопросов, они стали больше выражать своих мыслей. Я вот почувствовала, это было в их глазах, они как-то стали проникновеннее к этому относиться. Поэтому здесь есть результаты в плане того, что мы оказываем поддержку нашим бойцам. Есть результат в плане того, что вот какое воздействие, воспитательное воздействие мы таким образом оказываем на нашу молодежь. Как отмечают в техникуме, у них есть все необходимое. Ткань, машинки, помещения, инструменты. Но порой не хватает рук. Даже если у вас нет особых навыков портного, элементарно вы можете прийти и в течение пары часов погладить ткань. Это уже будет большой помощью. Ах, как приятно, когда тебя с чем-нибудь поздравляют. Ну, а учитывая то, что впереди большой и красивый праздник, то и поздравлений будет звучать много. Не без этого и в нашем эфире. Хочу пожелать нашему населению, самое главное, здоровья в наступающем году, домашнего уюта, добра больше, делайте добро другим и счастья. Всем желаю счастья, здоровья, успехов в труде, в личной жизни. В наше время только здоровье, терпение, любви, взаимопонимание, чтобы почаще молодежь к нам приходила. Вот и все. Чтобы улыбались почаще. Да. В этот Новый год я желаю Сыктывкарскому государственному университету имени Петерима Сорокина всего самого наилучшего. А это новогодних подарков, сюрпризов, только хороших. И, конечно же, процветания нашего вуза. Поздравляю маму Татьяну Попову с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни и богатства. Мы всех поздравляем с наступающим Новым годом, желаем богатырского здоровья, крепкого, в общем-то, что я еще могу пожелать как фитнес-тренер. Желаем всем счастья, и благополучия. Добра, благополучия, чтобы у вас всегда были улыбки на лице и радовались жизни. У нас все прекрасно. Ура! Команда «Студия 11» отправляется на поиски новых тем и сюжетов. До встречи в эфире. Пока!